Привет! Это программа «Отдыхаем в Коми», и мы в Троицко-Печорском районе на арт-фестивале «Сена». Здесь столько всего интересного, но я думаю, надо начать все по порядку. Троицко-Печорский район находится на юго-востоке Республики Коми. Кстати, это один из самых больших муниципалитетов по территории, после Устилимского района, естественно. Славится он своей лосефермой в поселке Якша, где за 70 лет существования родилось 8 поколений лосей. Все вы прекрасно знаете о самом крупном в Европе Печоро-Илычском биосферном заповеднике с его девственными лесами и редкими видами растений. Да, он тоже находится здесь. И, конечно же, не забудем о знаменитых каменных столбах на плато Мань-Пупунер. Наверное, не надо напоминать, что мансийские болваны стали одними из природных чудес России. А вот пару лет назад в районе появилось еще одно чудо – арт-фестиваль «Сена». Находится все это всего за 500 километров от Сыктывкара. Погнали! В район можно добраться на автобусе за 1500 рублей или на поезде. Приготовьтесь, дорога будет длинной, но, уверяю, она покажется вам идеальной по сравнению с другими направлениями. Итак, ехали мы и по пути наткнулись на поселок Кирпичный. А привлек он нас своей необычной архитектурой, будто ты в крошечный баварский городок попал. Это кирпичный завод, который построили пленные немцы в годы Великой Отечественной войны. Остались одни развалины, но все же по очертаниям можно понять, что здесь когда-то было производство. Интересное место на самом деле. Здесь живут люди. Они-то нам и рассказали, что качество кирпича высоко ценили не только в округе, а даже в Москве. Да что там говорить, черепица вон все еще держится на крышах. И все ей нипочем. Ну, немцы. Кажется, приехали. Мы на месте. Сегодня ночуем в гостинице «Печора». С виду выглядит симпатичненько. Что внутри, посмотрим. Я забронировала одноместный номер. На дни праздника лучше сделать это заранее, если вы, конечно, не со своей палаткой приехали. Ванная. Шкаф. Уютненько. Чистенько. Ну все, я спать. Очень доброе утро, друзья! Мы почти добрались до арт-фестиваля «Сена». Еще 4 километра, и мы на месте. Ну, показывайте свое сено. Здравствуйте. Можно браслетик? А сколько вход стоит? 80 рублей вход. Теперь я участник арт-фестиваля «Сена». Все, зарегистрировалась. Уже чувствую запах сена. Ой, да тут уже вовсю гуляют. Эти красивые бабушки своими песнями подбадривают участников деревенского троеборья. Вон какие специалисты сейчас покажут мастер-класс, как траву косить нужно. Вот так держаться? Да. Вы можете вот так. Вот так. Так как. Ага, так удобнее. Не, рост просто есть. Ага. И Ой. Правильно? борьба идет. Я первый раз держу литовку в руке. Да. Это не так легко, скажу я вам. Вот так, друзья, я научилась косить траву. Ладно, для первого раза
думаю, пойдет. Поработали, можно перекусить. Выпечка какую хочешь, чай, кофе. Голодным не останешься точно. Поели и добро пожаловать на фитнес-площадку. Такая здесь тоже есть. С этого места, друзья, открывается самый потрясающий вид на деревню Гришестав. Вот, полюбуйтесь. Гришестав, чтобы вы понимали, это 8 человек населения. А еще чистый воздух, много тишины и красивой природы. В общем, рай для любителей экотуризма. В июле на несколько дней сюда съезжаются гости со всей республики. А вместе с ними, кажется, на праздник слетаются все комары и мошки. Так что запаситесь антикомарином. Третий год подряд сюда приезжают туристы со своими палатками, размещаются на берегу реки Сойва и наслаждаются отдыхом. Умеют ребята отдыхать. Мы, кстати, тоже. Есть тут и для детей развлечения. Например, контактный зоопарк, детская площадка и экотропа, ведь мы, на секундочку, находимся в Сойвинском заказнике. Но самое-то главное, это ж арт-объекты из сена. Знакомьтесь, это мамонт, и его зовут Ромашка. Согласитесь, необычное имя для мамонта. Авторы арт-объекта связывают такой выбор с экологической темой фестиваля. О нет, только не дождь. Да-да, будьте готовы и к такому повороту. Зонты и дождевики не помешали бы. Но, думаю, атмосферу праздника не сможет испортить ничто. У меня Серега на выставку Гришестав. Тут было сена много и нервы погано. Вот так зажигательным молодежным концертом заканчивается арт-фестиваль «Сена». И это еще не все. Участников ожидает фаер-шоу. А мы, друзья, отправляемся домой. У вас есть еще пару лет, чтобы подготовиться и тоже стать участниками этого фестиваля. Отдыхаем в Коми, отдыхаем хорошо.